Лукашенко калісьці мне сказаў, што калі ты здрадзіш мне, я задушу цябе ўласнымі руками. Я разумею, что этот человек ішоў на забойствы. Режим Лукашенко действительно очень злодейский, на его руках очень много крови. И он считает меня одним из своих главных врагов. Это вызывает у меня чувство гордости. Назначили нас сначала экстремистками. А что мы плохого хотели сделать? Мы хотели, чтобы честно посчитали наши голоса. Protect peace. Help Ukraine protect peace. We got invaded by Russia last year, and it's been 584 days of full-blown invasion. This is what we want. We want peace and freedom for our nation. Help Ukraine protect peace. Help Ukraine protect peace. Help Ukraine protect peace. Help Ukraine protect peace. Russia is a terrorist state. 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 Мне заочно присудили 10 лет. Режим, он пытается показать, что они имеют силу. На самом деле никакой силы нету. Угроза применения насилия в отношении белорусских дипломатов, повреждение здания посольства и причинение ущерба в особо крупном размере. В Минске огласили приговор по делу о нападении на посольство Беларуси в Лондоне. Вадиму Боговкому и Максиму Зуеву по 10 лет лишения свободы. Лица, которые совершили преступные противоправные действия, не понесли никакой ответственности в Великобритании. На жизнь мою это никак, в принципе, не повлияло. Единственное, что, конечно, нужно будет к путешествиям относиться более осторожно, не путешествовать в страны, которые могут меня выдать Республике Беларусь. В основном ни о чем не жалею. То, что сейчас происходит в Беларуси, представители режима, который убивает, пытает, издевается над белорусами как только может. И плюс к этому еще помогает российскому режиму с атаками на Украину. С ними нужно бороться только методами, которые они понимают. Мы находимся на Кенсингтон-Гарден, возле белорусского посольства. Почему возникла идея закидать яйцами в здание посольства? Это была форма протеста. Это было того, что Беларусь поддержала российскую агрессию против Украины. На тот момент уже людей в Беларуси систематично убивали в тюрьмах, сажали ни за что, хватали просто на улицах, над ними издевались, их пытали. Это была просто форма протеста показать этим работникам здесь, этим представителям режима, это даже не дипломаты, это представители кровавого режима, что в этой стране есть люди, которые готовы им дать отпор, которые готовы показать, что даже за дипломатическими документами вы все равно от нас не спрячете. Вынужден был покинуть страну, приехал в Лондон в качестве беженца. То самое, первая фотография, вот это мой сын, жена и я, и фотографы. Мы, как говорится, с первых дней были за справедливость. Нас возмутила вот эта ситуация, когда нам
понимаете, власть просто плюнула в лицо. По делу звучит цифра порядка 40 тысяч фунтов иска ущерба, принесенного повреждения фасаду посредством кидания яиц в здание амбассады. Вот прошу обратить внимание на здание, где не велось никаких работ, и следов каких-то повреждений, естественно, не видно. То есть вся информация сотрудников посольства – это только ложь. Ложь даже в деталях, малейших деталях. Полностью о происходящем ничего не подтвердилось, никакие их показания не были подтверждены в полиции, поэтому в Лондоне было закрыто дело. В Беларуси меня считают террористом, потому что я работал в нефти, занимался независимой журналистикой, освещал события вокруг протеста. Гарный, пожалуйста. Сьогодні мені пропонували попрацювати у барі белорусским «Бекдор» як спеціальному гостю бармену, хоча я не бармен. І так отрималося, що сьогодні мені в черговий раз внесли у некий терористичний список в Білорусі. І тому сьогодні ми робимо коктейль під назвою «Terrorist Win». Давай, я сейчас Что получается? Вот еще так Все, знаешь, что мне нужна такая помощь? Принеси с холодильника, с склада вот этот лимонад. Он в самом низу, такой огромный в бочке, канистре, 5-литровый. Ты поймешь. Принеси сюда. Сейчас разберемся здесь. Частку зродків, які сьогодні я тримаю, я дам полку Калиновского. Terrorist Win. Ну, такая назва, потому что я признанный террористом в Беларуси, и это смешная фраза с Counter-Strike, тому мы решили, что это будет забавно. 2020 года и вокруг эпидемии коронавируса снял несколько фильмов о коррупции Лукашенко и рассказал о многих преступлениях белорусских силовиков. Для своей страны я ничего плохого не сделал, потому что я просто рассказывал о том, что происходит. Режим Лукашенко действительно очень злодейский, на его руках очень много крови. Прошел суд, там насчитали несколько тысяч преступлений мне, и я по итогу заочно получил 19 лет тюрьмы. Давайте мы больше разумели, что у нас за гость ті варто довірити ягоному густу, як каже Гіппократ, казав, там, ми тое, що ми глядім. Глядім. Ну, я й кажу, я ж казав, глядім. Ні, Гіппократ казав, ядім. Ну, правильно. Калі адбыліся падзеі ў жніўні 2020 года, гэта былі жудасныя рэпрэсіі, жудасны гвалт, жудаснае забойство людзей. І, конечно, тут уже не было нават тэмы для дыскусій, тэмы для выбару іншая, як стаць супраць гэтай жудаснай сістэмы. Напярэдадні пратэстаў дырэктарам галоўнага тэатра Украіны, Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купал. Мне сорамна, але я ганаруся. Мне стала сорамна, калі сёння раніцай пабачыў сведчанні простых людзей, над якімі адбываліся катаванні, якія рабілі над імі таксама беларусы. Мы беларусы! Беларусы! Хочам людзі з Дякую вялікі, вы малайцы! Я вас люблю! Дякую вялікі! Дякую!
Я быў скрыклаўцам у той момант. І я зрабіў той выбар, як належала зрабіць менавіта піклалаўцы. Минский городской суд сегодня огласил приговор по делу так называемого Координационного совета. Всем им были предъявлены обвинения в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им. Все обвиняемые находятся за пределами Беларуси. Суд проходил в заочном формате. Я быў асуджаны до 18 гадоў турэмнага зняволення ў турме узмоцненага рэжыму за спробу антыканстытуцыйнага перавароту ўлады, захопу ўлады, за стварэнне экстрэмісцкай групы, за падтрымку яе дзейнасці, за фактычна за тое, што мы вялі барацьбу за праўду, за тое, што мы не пагадзіліся з фальсіфікацыяй выбараў. Не, ну давайте разбирать уже все, да? Можем разбирать. Да. Ой, нет. Давай. Ну расскажите, Олег, тогда, что мы глядели по мешканню. То, что я показываю, я так зрозумів, що я не особливо володаю інформацією про Павлович. Ось то, що вона показала нам опошнім разом, ми знайшли гэта, нам дали інформацію на попереднім об'єкті, там, де було 400 метрів квадратних, там, где ось это колтушками все это. Ну, такими офисами. Офисы там, где нотариальное бюро. Какие бюро? Ось, и там нам сказали, что ось есть такое помешкание еще неподалеку на Воле, там у одну припинку, и мы туда сходили, ну и ось заборонили об этом и размовы не может как бы разбурить стену там, они сказали. Я ей написал: день добрый еще раз. Я ее вечер назвал. Я бы пані припомнить, що ten локал може бути якийсь старий магазин, гараж, якась стація технічна, przykładem, na której powstał nowy teatr, cokolwiek, aby to była otwarta przestrzeń i dosyć wielka. To naprawdę może być całkowicie martwe miejsce, któremu my jesteśmy w stanie dać życie. No. Калі яна не вяртаецца за дзень-два, аддаеце гэты спісак, ці можам паглядзець. Мы, ў сваю чаргу, пішам ліст прэзідэнту Варшавы. Вы, Наталья, пішаце ліст дырэктару бюро. Да? І яшчэ раз кажу, я прапановую, калі не, то і камерцыйнае глядзець. Ну, можа быць, но лепей ацэніць прэферэнцыйны, я думаю. Ну, я бы паралельна глядзеў. Усё роўна глядзеў бы паралельна. А што нам скажы? Глядзець, ну глядзець, а пазней будзе вырашаць. Паглядзім, колькі гэта будзе каштуе. Колькі будзе гэта каштаваць. Я працаваў у дзяржаўнай сістэме, быў амбасадарам у Францыі, у Іспаніі, у Партугаліі, у Монако, пастаянным прадстаўніком пры ЮНЕСКО, таксама быў самым маладым амбасадарам у гісторыі Беларусі, калі працаваў амбасадарам у Польшчы, але быў міністрам культуры. Працуючы дыпламатам, мы думалі, што праз уцягванне Лукашэнкі ў камунікацыю з заходнімі краінамі мы зможам нейкім сэнсе паўплываць на яго палітыку. Ну, калі хочаце, перавыхаваць. Але гэта было падман, гэта быў самападман. Мы самі ў гэта паверылі, ў гэтую хлусню самім сабе і з гэтым жылі. Калі чыноўнікаў крытыкуюць за тое, што яны працавалі ў сістэме дзяржаўнай, гэта слушна, на гэта ёсць падставы. Але ставіць крыж на такіх людзях, гэта значыцца умацоўваць самого Лукашенка. У дзяржаўным апараце ўсе злачынцы. Ёсць тыя, якія робяць гэтыя злачынствы, адкрыта робяць злачынствы, ёсць лацентныя злачынцы, але ёсць людзі, якія стараюцца, не гледзячы на факт існавання гэтай жудаснай сістэмы, рабіць штосьці і ў падтрымку беларускай мовы, культуры, нашага суверэнітэту, дзяржаўнасці. Усё залежыць, мне здаецца, ад чалавека, ад асобы, ад дзяржаўнага служача. Ці ён гатовы выкарыстоўваць гэтую пасаду дзеля таго, каб рабіць злачынствы, ці ён гатовы выкарыстоўваць гэтую пасаду, каб хаця бы перашкаджаць гэтым злачынствам. А если в реальности допустить, такое может быть, нет человека, его в самом году осуждают, объявляют в списке террористов. Первый раз в 2010 году только вышел. Тоже был такой пик. Вот, а потом затихло опять. Ну, понимал, что нас задают, что нам только здоровье оставишь там. Ну, что, 90-е, студенчество. 90. Перевернутые машины ментовские на проспекте Франциска Скорины тогда еще. Я поэтому в 99 году уехал. Это 18 лет, наверное, сколько, когда Сарнин пришел и увидел политические взгляды папы, когда он в телевизор. Смотрит, знаешь, как Лукашенко показывает, и он начинает, да ладно, то есть говорит дома, это жесть начинается. И, знаешь, я тогда стал смотреть, слушать, видеть, и все. Переехал жить сюда по причинам преследования
преследование белорусских властей, ну, конечно, властями их назвать нельзя. Это все-таки больше, наверное, преступная организация. Говорят, да ты же экстремист. Но я вам честно хочу ответить. Говорит только тот, кто поддерживает непосредственно Лукашенко. Слово «экстремист» это обозначает деятель чего-то плохого, деятель чего-то разрушающего. Ну давайте посмотрим правде в глаза. А может быть, экстремист это Лукашенко? А может быть, экстремист это непосредственно его власть экстремистская? Есть такой процесс. Моя бывшая жена, да, мы с ней жили, по правде говоря, 20 лет назад. Квартиру, которую я в свое время брал, оформлял на себя, на данный момент арестована. Я в ней не живу. В ней живет моя бывшая супруга, мой ребенок, которому я по праву от себя оставил это имущество, эту квартиру. Происходят обыски у моих родственников. Моих детей продержали в милиции, вот, желая просто опознать по мутному видео, ночному видео, чтобы опознали и подписали, что это их отец принимал участие в каких-то событиях на посольстве. За свету подзей 2020 года Лукашенковский суд узнагородил меня 19 годами заочной тюрьмы. Праз гэта я не могу открывать банковские рахунки, официально уладковываться на працу, самостойно здымать житло. Але гэта моя особистая ахвяра за мой европейский выбор. But this is my personal sacrifice. This is my European personal choice. Якая ніякае параўнанне з той ахвярай, якую прынеслі нашыя добраахвотнікі і іх сваякі. Сама той ахвярай, якую штодня нясуць беларускія палітзняволеныя, якіх катуюць і забіваюць у тюрмах. А гэта значыць, што мы тут, беларускія журналісты, палітыкі, актывісты, не маем ніякага маральнага права спыняцца, нягледзячы на якую-колек падтрымку ці не. Эти вот необольшевистские режимы, они очень мстительные. Мы знаем о кейсах, когда независимые журналисты их убивали. То есть, например, с тем же Шереметом, как это произошло, даже спустя много времени, то есть они не забывают и стараются делать какие-то гадости. Поэтому в этом плане, конечно, да, риски есть. И пока существуют режимы и Лукашенко, и Путина, и люди, как я, не могут себя чувствовать в безопасности полностью. Лукашенко калісьці мне сказаў, што калі ты здрадзіш мне, я задушу цябе ўласнымі рукамі. Так што месть у выглядзе судовага прысуду 18 гадоў турмы гэта можа самае мяккае, што можа зрабіць Лукашенко. Я разумею, што гэты чалавек ішоў на забойствы яшчэ ў 90-х, калі зніклі і Юрый Захаренко, і Віктор Ганчар, вядомыя беларускія палітыкі апазіцыі, шмат іншых людзей. Гэта той чалавек, які дае загады забіваць людзей. Таму прысуд 18 гадоў гэта фармальнасць. За апошні год я атрымаў 20 грозьбаў смерці у адносінах да мяне. Нават у Даркнеце была выстаўлена сума за маё жыццё. І працягнулі змагацца далей і перамаглі. Насамрэч, ваш прыклад вельмі яскрава паказвае, якія мы беларусы. Мы адстойваем сваё, мы пераадольваем усе перашкоды і зноў знаходзім магчымасць збірацца разам і працаваць далей. Вы знайшлі у сабе сілы, каб выстаяць гэтае выпрабаванне і нацягнуць тую справу, у якой вы былі вельмі добрыя в Беларусі, і зараз
отстаивать нашу культуру, отстаивать наше право на самовозглашение. Притягваць да адказнасці тых, хто з'ехаў, конечно, мы з самого пачатку разумелі, што гэта будзе фарс, што нічога агульнага з правасуддзем гэта не мае. І гэта помста. Помста рэжыма Лукашэнкі ўсім тым, хто працягвае змагацца з рэжымам, але з'ехаў, і ён не можа дацянуцца да гэтых людзей. Людзі сябе адчуваюць у еўрапейскіх краінах у бяспецы і працягваюць гэту барацьбу. І ўвогуле ўсе гэтыя злачынствы, якія робіць рэжым супраць беларусаў, яны павінны збірацца, бо гэта будзе доказам гэтых злачынстваў у міжнародных судах і ў будучыні ў Беларусі. І мне прызначылі 15 гадоў, і ўжо пад гэтыя так званыя суды папалі 20 чалавек, якія знаходзяцца за мяжой, і сярод іх і палітыкі, розныя людзі. Расскажу о себе, потом скажу, как меня зовут. Они скажут: Оля, говорю, а фамилия? Мою фамилию обычно люди даже выговорить с первого раза не могут. Ну, то есть, знаешь, типа заякорить. Потом я пару слов буквально о себе, про что я, то есть, с чем я работаю. Я дам им по 3 минуты каждый представиться. Кто ты, откуда, чем занимаешься и твои ожидания от сегодняшней встречи. Нетворкинг – это такой формат, где люди знакомятся. Могут прийти женщины, которые, например, уже там живут год-два, переехали после событий 2020 года. А бывает, приходят совершенно только переехавшие, например, там неделю-две назад. И тебе нужно вот эти новые связи нарабатывать, которые тебе, в принципе, помогают по жизни потом. Рада, что у нас новые лица. Я долго не проводила нетворкинги, где-то уже месяца 2. И очень по всем соскучилась. И рада, что мы уже с Нового года возвращаемся в это рабочее русло, так сказать. Меня зовут Мария Мороз. Я создала это сообщество прежде всего для себя, честно вам скажу, потому что я, как и вы, переехала в новую страну, мне не хватало общения, не хватало таких тесных связей. Вы сегодня, представляясь, не бойтесь говорить и восхвалять себя, какой вы классный специалист. Если вы ищете работу, то так и говорите, что я ищу работу. О себе немножко. Я из Беларуси. В 2020 году я вынуждена была переехать в другую страну. Понять какое-то время мне казалось, за что? Как? Как это могло вообще со мной произойти, что меня экстремистом, террористом назначат, заочно осудят на 12 лет? Я какое-то время не понимала, что это вообще реальность. Практически всю свою сознательную жизнь я занималась бизнесом. Я понимала, что у нас уровень жизни достаточно неплохой, но у наших детей не было будущего в этой стране. Мы это видели как осознанные родители и хотели это поменять. И как раз настало время выборов, и я включилась в предвыборную кампанию, начала собирать подписи за Светлану Тихановскую, потому что смотрела выпуски Сергея Тихановского. И он мне очень был близок, потому что он про бизнес. Привет всем, кто хочет жить в стране для жизни. Сегодня я хочу поговорить с вами, и мне помогут очень интересные и уже знаменитые люди. Хочу поговорить о том, что в нашей стране, к сожалению, незаконно осуждают людей и потом незаконно не приводят в исполнение приговор. Есть фотографии, как мы едем. Мой муж, я, Светлана. А здесь стена. Я почти год жила со Светланой в одной квартире в Литве. И у них на стене такое было папина фотография и рисунки, которые дети рисовали, там их семьи. Делала фотографии в своем покое, в своей комнате, посвятили папе. Сергей уже больше 3 лет сидит в тюрьме. Он даже когда видео снимал, я говорил, я надеюсь, что все это не зря. Я была у него на стримах, муж был у него на стримах, но так
особо мы не познакомились. Уже со Светланой мы познакомились после того, как видели его видео, после его задержания. Но он близкий по духу мне человек очень. Такой мужчина очень сильный. Я надеюсь, что все-таки все получится. Я познакомилась со Светланой Тихановской, и мы как-то почувствовали, что мы такие две родственные души. Мой муж вывез детей Светланы, чтобы она могла продолжать работать, потому что, понятно было, что будут давить через детей на нее, чтобы она отказалась от этой деятельности. И вот, когда мы приехали в Литву, мы уже какое-то время вообще в прострации какой-то находились, не понимали, что нам делать. Но потом начали потихонечку организовывать команду. Я смотрела детей Светланы. Светлана ездила в поездки. Практически год мы так вот вместе. Мы организовали фонд «Страна для жизни», начали поддерживать семьи политических заключенных. Психологически в какой-то момент я поняла, что я не выдерживаю работать с семьями политических заключенных. Я просто уже от историй, от этого постоянных слез, от этой тяжелой. Мне стало психологическое мое сложное состояние. Я ходила к психологам, начала разбираться со своим здоровьем. Практически за все это время бесследно это все не прошло. Я практически 2 года отдала своей жизни не своим детям, не своей семье, а отдала всю свою энергию отдавала Беларуси, белорусам. Белорусская пропаганда не самого качественного уровня, как правило, и они такие инфантильные, и очень мило. Сейчас прочитаю про меня отрывок. Впрочем, разве можно было ожидать от Рудика чего-то другого, о его поведении внутри коллектива неформальной организации? Ходят слухи, и все сплошь нелицеприятные. Как известно, Ян попал на работу после того, как зарекомендовал себя на польском телеканале «Белсат», и которого снимал репортажи. По слухам, Рудик пришел к Путило по блату. Даже говорят, что он всегда действовал на коллектив редакторов сети экстремистских телеграм-каналов «Разлагающие». Приходил в офис пьяный, пил кофе, запрокинув ноги на стол, травил байки и рассылал коллегам веселые мемчики про президента. Предлагал закинуться наркотиками. Деньги, продуманная стратегия, горстка предателей. То, что понадобилось демократиям для попытки госпереворота 2020. Мы с вами это видели. Я нахожусь на территории Евросоюза, я нахожусь в безопасности, но если я поеду куда-нибудь путешествовать, даже, в принципе, в рамках Евросоюза, так как я в списке террористов, у меня могут возникнуть проблемы, потому что Интерпол продолжает взаимодействовать с белорусской полицией, и поэтому я, очевидно, в списке террористов поддан, и поэтому при пересечении границы у меня могут возникнуть проблемы. Шановні делегаты Координаційної ради, дякую за організацію гэтых слуханняў і за запрашэнне. Для мяне гонар сустрэцца з вами, каб распавесці пра вынікі сваёй дзейнасці у якасці прадстаўніка па замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінета. Спадар Валер, хотел бы у вас удакладніць наконт пашпартоў. На якім этапе зараз яны знаходзяцца? Многія беларусы знаходзяцца зараз без дакументаў, і гэта вельмі перашкаджае жыццю. На канферэнцыі 6 жніўня будзе асобная прэзентацыя па гэтым пытанні, дзе мы зможам больш падрабязна расказаць пра тое, у якім стане. Выбачайце, але зараз у вас слуханні, і таму я бы хацеў, гэта вельмі важнае істотнае пытанне, ўсё-такі пачуць зараз, на якім гэта этапе, і як адбывалася ваша ўнутраная камунікацыя. Я ўдакладню пытанне. Гэта перадумова таго, што краіны будуць разглядаць пытанне аб яго прызнанні. Гэта досыць значная сума, якую трэба сабраць, і менавіта гэта стала такой перашкодай для того, каб мы рухаліся хутчэй, але это пытанне ўжо фактычна вырашанае. Таму я думаю, што калі казаць пра графік таго, каб у нас з'явіўся гэты дакумент ужо ў руках, і мы маглі сапраўды перайсці да іншага этапа, гэта прыкладна снежань гэтага года. Дякую. Дякую. Канешне, усе людзі, якім прысудзілі гэтыя тэрміны, яны папалі ў базу Інтэрпол. Яны гараць там чырвоным светам.
Але ж мы таксама супрацоўнічаем з Інтэрполам. Нашы міжнародныя партнёры, яны таксама звярнуліся да Інтэрполу, каб усіх беларусаў адразу не выдавалі, не цягнулі ў турмы, а было тлумачэнне, што гэтыя людзі палітычна рэпрэсаваныя. І каб было ўжо некалькі кейсаў, калі беларусаў затрымвалі ў аэрапортах, але ж вельмі хутка звязваліся з міжнароднымі структурамі, якія несуць за гэта адказнасць, і людзей выпускалі. Я разумею гэтыя рызыкі, але я знаходжуся ў заходняй Еўропе, у Польшчы, і Польшча дбае пра сваю бяспеку. Таксама і ўдзячны за тое, што і Польша дбае і пра маю бяспеку. Але гэта не ўплывае на нашу матывацыю. Матывацыя захоўваецца. I'm very happy that together with me, our colleagues, my colleagues, Alina Kovshikino, Valery Tkerevich is here. Thank you so much. It is an honor for us to welcome you, our colleagues, our friends, our neighbors here in United Transitional Cabinet. It seems to me it's an unprecedented situation when ministries of foreign affairs decide to create such institutions, especially yours. So it's like ambassadors. Thank you so much for your support during these 3 years and help to us. Without you, it would be very difficult. So, as I understand, we can firstly tell some ideas. Мова пра свабоду людзей, якія сядзяць у турму, пра свабоду мільёнаў беларусаў, якія знаходзяцца ў канцэнтрацыйным лагеры, пра незалежнасць нашай дзяржавы, краіны, Рэспубліка Беларусь, якая можа страціць гэтую незалежнасць. Рэжымы выкарыстоўваюць міжнародныя структуры на сваю карысць. Але ж мы, конечно, з гэтаму супрацьстаім, але ж кейсы могуць быць розныя, і таму вельмі пільна трэба адсочваць усе гэтыя моманты і думаць, як палепшыць гэтую сістэму. Я в детстве, когда росла, для нас было так: те, кто в тюрьму идут, это преступники. А сейчас нормальность настолько поменялась. Там перевернули все с ног на голову. Вітаю, шановне господарство. Зараз я знаходжусь на сході України разом з полковим БПЛА ім'ям Микити Кривцова. І тому, на жаль, пакуль бракує часу на то, каб займатися бюрократичними справами по організації виборів на моїй новій посаді віце-спікера. Ну, але ж хутко я вернусь у Київ до своєї основної праці, а хлопці застануться тут воювати. Я разумею, з кім ми сутыкнуліся, з якой пачварай мы змагаемся, з асобай, якая вінаватая ў шмат якіх злачынствах, асоба, якая павінна быць асуджана за міжнародныя злачынствы ў міжнародным крымінальным судзе.